Это не огни Абу-Даби или Сингапура, однако этот город сегодня приковывает к себе не меньше внимания. Грозный, который на протяжении своей почти 200-летней истории не раз разрушался, сегодня является одним из самых перспективных городов России. А начиналось все в далеком 1818 году. В низовье реки Сунжи русским генералом Ермоловым была основана крепость, получившая название Грозная. Ее строительство было завершено за 4 месяца. Оперативность была продиктована сложной обстановкой. Местность изначально считалась горячей точкой. Обычно говорят крепость, представляя огромные высокие стены, вот как наподобие Дербента, конечно. На самом деле крепость такую форму не имела, таковой она не была. То есть точно известно описание крепости. Она представляла собой правильные шестиугольники, состояла из невысоких маленьких саманных домиков. Эти домики были покрыты, там какая-то крыша была из камышей, там был артиллерийский склад был снарядов, там была конюшня, там были казармы. Спустя почти столетие, в декабре 1936 года, Грозный становится столицей Чечено-Ингушской АССР. В годы Великой Отечественной войны Грозненская нефть обеспечивала потребности страны в топливе. Его жители трудились на оборонительных сооружениях и тушили пожары после авианалетов. Взять город немцам так и не удалось. Поэтому в октябре 1942 года они разбомбили грозненские нефтехранилища и нефтеперерабатывающие заводы. Свыше 200 немецких самолетов начали бомбить Грозный. Грозный представлял просто горящий котел, поскольку дым стоял над всем городом, поскольку во время войны нужно было много нефти, рыли котлованы большие просто в землю, и вот просто вот нефть в эти котлованы заливали. И только в одном котловане находилось более миллиона тонн нефти. И как раз таки снаряд попадает в этот котлован, нефть вылилась и попала в Сунжу. И получалось так, что прям вся река как бы у нас горела. За героизм и мужество, проявленные в годы войны, в апреле 2015 года указом президента страны Владимира Путина Грозный становится городом воинской славы. На торжественную церемонию, которая прошла в Екатерининском зале Кремля, от Чечни прибыла делегация во главе с Рамзаном Кадыровым, который назвал это решение торжеством справедливости. Президент в своем выступлении озвучил геройский подвиг чечено-ингушского народа, в частности города Грозного. Благодаря нашему президенту, верховному главнокомандующему, справедливость восторжествовала, и город получил воинской славы. Мы этим гордимся, чеченский народ счастлив. После Великой Отечественной Грозный становится промышленным, научным, образовательным и культурным центром Северного Кавказа. Здесь работают несколько нефтеперерабатывающих заводов, химический комбинат и крупнейший в стране машиностроительный завод «Красный молот», число рабочих на котором превышало 5000 человек. Продукцию отправляли во все регионы Советского Союза и десятки стран. Немногие жители Грозного знают, что памятник дружбы народов был возведен борцам революции, героям 100-дневных боев за Грозный. Его открыли в далеком 1973 году. Сегодня это одно из немногих сооружений, напоминающих о советском прошлом. Революционеры Николай Гекала, Асламбек Шерипов и Гапур Ахреев стали молчаливыми свидетелями смены сразу нескольких эпох. После развала Союза на их глазах развернулась ожесточенная борьба сепаратистов с федеральными войсками. Разрушенный Грозный позже Владимир Путин сравнится с Сталинградом. 31 декабря 1994 года начался штурм Грозного. Осада столицы продолжалась в течение 3 месяцев. Затем Вторая Чеченская. Вновь под основным ударом город, который уже фактически существует лишь на карте. Многие уверены, на прежнем месте Грозный уже не построить. И только первый президент республики, герой России Ахмат Хаджи Кадыров решается доказать обратное. В начале 2000-х годов были определенные люди, круг лиц и политические деятели, которые прямо настаивали и высказывали мнение, что нецелесообразно город Грозный
восстанавливать здесь же, на историческом месте. И благодаря политической воле первого президента Ахмата-Хаджи Кадырова удалось отстоять место, к его мнению, прислушался федеральный центр. Он настоятельно добился, что в Грозном восстанавливали там же, на своем историческом месте. Город полностью разрушен. Мы только сможем его восстановить. Мы только сможем навести порядок в нашей республике. Мы граждане этой республики. С этого момента и начинается восстановление республики. 2007 год распоряжением Рамзана Кадырова был объявлен годом Грозного. Именно тогда и начинается активная фаза преображения столицы. Было решено начинать строительство комплексно, затрагивая все сферы жизнедеятельности города. Одновременно в городе шло восстановление 1500 объектов. В те дни жители региона могли практически каждый день случайно встречать Рамзана Кадырова. Вместе с соратниками он лично объезжал каждую стройплощадку. Тогда были разные прогнозы. Так называемые эксперты озвучивали, что 20 лет надо будет. Даже чтобы вывести строительный мусор, уйдет несколько лет. Все началось с проспекта Победы, ныне проспект Путина. За рекордные 20 дней удалось восстановить проспект. Темпы были беспрецедентные, и работа шла 3 смены. Вдоль проспекта были протянуты, я тогда помню, гирлянды из лампочек Ильича. Твердая вера, что если взяться, получится. И призыв тогда президента республики Рамзана Ахматовича действительно поднял дух и энтузиазм народа. Успехи восстановления Грозного не остались без внимания. В 2008 году начинается череда наград. Грозный удостоен сразу нескольких званий, среди которых лучший город СНГ, лучшее муниципальное образование России. Успехи Чечни отметили и на международном уровне. В 2009 году Организация Объединенных Наций присваивает Грозному почетный диплом ООН «Хабитат» в номинации «Постконфликтное восстановление». Все здания были восстановлены в первозданном виде. Конечно, для этого у нас не было проектов, не было каких-то документов, потому что все сгорело. Когда начали восстанавливать Грозный, мы решили его восстановить в первом первозданном виде, именно вот проспект Победы и проспект Путина, чтобы доказать, что мы строим, что мы восстанавливаем старый город, а не строим новый. Пока мировое сообщество делало ставки, справится Чечня с кризисом или нет, среди построек республики стала появляться отдельная экономическая зона. Инвесторы сегодня получают льготные условия ведения бизнеса, а взамен создают новые рабочие места. Комплекс высотных зданий Грозный-Сити сегодня объект зависти многих городов. Позволить себе такие здания в центре города могут далеко не все. Однако сегодня Грозный привлекает к себе все больше внимания не только со стороны инвесторов. В столицу республики потянулись туристы. И это лучшее признание того, что Чечня – безопасный регион. Сегодня здесь работают 16 туристических маршрутов. Город очень нам понравился своим великолепием, впечатлил. Можно так сказать, что Грозный – это как второй Дубай. Да, нам очень понравилось. Дай бог, чтобы вот Грозный стал примером для любых других городов, чтобы с него брали пример. И чтобы вы почаще приглашали сюда людей, потому что сюда надо ездить и смотреть, чтобы знать, что это отличный народ, отличный город. Аллаху Акбар, Аллаху Акбар. Сегодня Грозный не только залечил все свои раны, но и расширил список своих объектов. Среди ярчайших достопримечательностей современного Грозного – сердце Чечни, одна из самых больших мечетей мира. Увидев однажды голубую мечеть в Стамбуле, первый президент республики, герой России Ахмат-Хаджи Кадыров решил построить в Чечне похожую святыню. Сердце Чечни была создана по образу и подобию стамбульской мечети. Ее открытие состоялось в 2008 году. Спорткомплексы «Ахмат-Арена» и «Колизей». В столице региона регулярно проводятся международные турниры, участие в которых принимают звезды мирового спорта. Его праздники привлекают огромное количество людей из самых разных стран мира. Они интересны, они безопасны. Сегодня Грозный вступил в принципиально новую стадию своего развития. Впереди новые микрорайоны, деловые и образовательные центры, спортивные объекты. Чеченская столица доказала всему миру, что нет предела человеческим возможностям. Пережив тяжелые потрясения, город не сломился и не сдался, будто, оправдывая свое название, выстоял, став центром притяжения успеха. Седа Сапарова, Адам Чекуев, Халид Мавсаев и Дани Хавхаров. Новости.